37 сортов кормовых, озимых культур и картофеля сегодня проходят испытания на полях Госсортокомиссии вблизи Визинги. Это заключительный и самый важный этап большого селекционного процесса. Лучшие селекционные сорта и гибриды получат официальное признание, попадут в государственный реестр, и к ним будет доступ у наших аграриев. Без положительного заключения сотрудников Госсортокомиссии все новые семена вне закона. Елена Кононова знает подробности. В цехах сысольского сортоучастка идет сушка семян. Процесс долгий, шумный, но без него подготовить семена для новых посадок невозможно. Сегодня фермеры региона активно засеивают свои поля именно этими сортами многолетних трав и озимых культур. Нужно убрать семена вовремя срок зерновых культур и трав многолетних и вовремя их высушить, чтобы они не заплесневели, не испортились, а потом сортировать. Отделяется мусор, всякие примеси, мелкие семена. Остаются крупные семена, которые потом можно использовать для посева. Сушка семян – часть большого эксперимента. Идет он не один год. К примеру, за этими сортами многолетних трав наблюдают с прошлого года. Зиму они пережили хорошо, дали неплохую урожайность. Мы один сорт по многолетним травам испытываем в 2 закладках. То есть посев в прошлом году, посев в этом году. И еще в течение 2 лет мы получаем урожайность по этим культурам. В итоге получается, что мы даем результат по 4 годам. Золотое правило сотрудников Госсортокомиссии – все познается в сравнении. Каждый экспериментальный сорт сравнивают с эталонным, и только если селекционные новинки превзойдут его по своим параметрам, они попадут в государственный реестр. На многолетние травы сравниваются с эталонным сортом по массе, зеленой массе, по облиственности. Картофель, к примеру, сравнивается с эталоном по количеству клубней, также по зеленой массе, по сопротивляемости, например, к болезням и вредителям. Прошли здесь и первые динамические копки картофеля. Совет агрономы могут дать один – спешить с уборкой второго хлеба в этом году не стоит. На поля можно выходить после 10 сентября. Сейчас картофель набирает сил после засушливого июля. И спешка ни к чему. Елена Кононова, Виктория Палкина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сысольский район.